Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада, что вы находитесь с нами на занятиях по декоративно-прикладному искусству студии Артхаус городской школы детского творчества. Конечно, наше занятие мы начнем с дыхательной гимнастики для профилактики от вирусных и респираторных заболеваний. Первое упражнение, которое мы с вами сделаем, мы делаем глубокий вдох и максимально выдыхаем воздух. Отлично. Следующее упражнение. Руки на поясе. Делаем глубокий вдох. Сжимаем наши плечи. Делаем выдох. Молодцы. Следующее упражнение. Руки вдоль туловища. Поднимаем руки, делаем глубокий вдох. Опускаем, делаем выдох. И упражнение ножницы. Ручки перед собой. Когда наши ручки скрещиваются, мы делаем вдох. Когда разводим ручки в сторону, делаем выдох. Начнем. Вы большие молодцы, ребята. Тема занятия сегодня – декупаж. Декорировать мы с вами будем плоскую тарелочку. Вы по желанию можете взять обычную разделочную доску, либо так же, как я, тарелку. Что такое декупаж? Декупаж – это декорирование различных предметов с помощью рисунка и различных узоров. Материалы, которые нам сегодня потребуются: тарелочка, либо разделочная доска, клей. Давайте вспомним о технике безопасности, что если клей попал на руки, руки нужно обязательно вымыть с мылом. Пробовать клей на вкус нельзя. Также с клеем нужно обращаться очень осторожно. Далее я возьму манку и различные украшения. Вы можете выбрать абсолютно любые украшения, которые вам захочется. Вы можете использовать как обычные макароны, гречку, рис. Также можете использовать пуговки, скорлупу от яиц, различные стразы и все, что пожелает ваша душа и фантазия. Давайте посмотрим, что у нас с вами получится. Когда вы подготовите все материалы, которые вам будут нужны, первым делом мы приклеиваем наш рисунок. Я выбрала вот такой вот рисунок. Вы можете либо распечатать какой-либо рисунок, какой вы хотите, либо взять рисунок из красивой салфетки. Переворачиваем обратной стороной, промазываем клеем. Убираем клей в сторону и приклеиваем наш рисунок. У меня будет он находиться посередине. Далее, чтобы украсить нашу тарелочку, мне хочется добавить немного объемности. Я добавлю вот такие вот цветочки. Ножка моего цветочка слишком длинная, я ее обрежу с помощью ножницей. Промазываем. Клея слишком много давить не нужно. Приклеиваем наши цветочки. Чтобы закрыть наши стебли, мы будем использовать листочки. Так. И давайте добавим вот такой вот.
у нас остается контур нашего рисунка, мы можем сделать узор. Можно использовать манку, либо рис. Я думаю совместить рис и манку. Давайте попробуем. Я обвела контур нашего рисунка клеем. Дальше посыпаем рис. Слишком много клея использовать не нужно. Вместо риса можно использовать яичную скорлупу. Далее убираем излишки риса, переворачиваем тарелочку. Откладываем в сторону. Посмотрите, какой интересный контур у нас получился. Далее, при желании, его можно подкрасить красками. И нарисуем клеем узоры по всей нашей тарелочке. Сделав узор из клея, мы берем и щедро посыпаем манкой. Убираем все лишнее. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Такой интересный узор. При желании вы его можете подкрасить красками. Ребята, вы можете раздекорировать свою тарелочку, как вам хочется. Я буду только рада, если вы проявите фантазию. Ваши фото работ я буду ждать в комментариях под этим видео. А мы встретимся на следующем занятии. Творческих вам успехов! До свидания!